Это программа «Энергия». Здравствуйте. Мы рассказываем о людях, для которых энергия – это прежде всего работа. Так вот, сегодня самый подходящий момент подвести итоги этой самой работы. И дело не только и не столько в окончании года, сколько в профессиональном празднике всех энергетиков. А потому с чувством праздничного душевного подъема осуществляем подъем физический. Может быть, не такой высокий, но тоже не менее праздничный. Кстати, лифтов, подобно тем, что на Нерюнгринской ГРЭС, во всей Якутии не сыскать. Они поднимают персонал на целых 60 метров. Но не только своими лифтами славится участок грузоподъемных механизмов. Участок обслуживает грузоподъемные механизмы Нерюнгринской ГРЭС, водогрейной котельной и Чульманской ТЭЦ. Также в задачи участка входит поддержание данного оборудования в исправном техническом состоянии. Участок обслуживает 9 кранов, которые находятся на Нерюнгринской ГРЭС, Чульманской ТЭЦ, водогрейной котельной, и 9 лифтов. Все лифты расположены на Нерюнгринской ГРЭС. Но самая большая грузоподъемность – это 100-тонный кран, который мы ремонтируем, энергоблок. Он находится в турбинном отделении. Работа этого крана зависит не только от нас, но зависит от всего коллектива участка, от нашего начальства, чтобы вовремя ремонтировалось, смазывалось, чтобы мы спокойно и уверенно на нем поднимали грузы. Нина Александровна имеет 40-летний стаж крановщика. Она строила саму станцию, а также водогрейную котельную. Вообще крановщик – это основная специальность для участка, но не единственная. В подразделении работают следующие специальности. Машинисты мостовых кранов, машинисты самоходных кранов, слесаря по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин, электрослесаря по ремонту ГПМ, а также лифтеры и электромеханики по обслуживанию лифтов. Квалификация персонала позволяет выполнять все работы, которые необходимы в процессе эксплуатации грузоподъемных механизмов. С самого начала организации участка, то есть 1986 года, и по настоящий момент до сих пор работают люди. Это машинисты кранов Корничук, Волкова, Мулаярова, Заикина. Слесарь по ремонту перегрузочных машин Мелющук, Кобец Юрий Григорьевич. УГПМ работал с момента пуска станции в составе других цехов, а в начале 90-х обособился в самостоятельное подразделение. Здесь трудится 31 сотрудник, мужчин и женщин примерно поровну, с минимальным перевесом в пользу слабого пола. Работа очень сложная. Работа наша требует тонкости, понимания. Иногда такие микроны ловим, что аж сами удивляемся, как у нас все получается. Ну, наряду с нашим поколением, которые уже отработали свое, у нас и новое поколение, девочки молодые. Они также, я думаю, что будут продолжать наше дело. Коллектив грузоподъемных механизмов во главе с нашим начальником Владимиром Александровичем поздравляет всех энергетиков станции, района, Якутии и всей России с замечательным праздником День энергетики. Ведь мы работаем для того, чтобы всегда было тепло, светло в ваших домах. Цех тепловой автоматики и измерений, сокращенно ТАИ, один из самых ответственных на Нерюнгринской ГРЭС. Хотя малозначительных подразделений на станции попросту нет. Но вы только посмотрите на это, а начальник цеха Александр Богомолов расскажет. Вы видите оборудование, с помощью которого машинист энергоблока управляет оборудованием, которое стоит миллиарды. Оборудование цеха тепловой автоматики позволяет ему, значит, находясь на блочном щите управления, видеть все параметры энергооборудования и с помощью ключей управления управлять сотнями органов управления этого блока. Оборудование цеха тепловой автоматики является глазами и ушами персонала котло-турбинного цеха. Вот про уши и глаза – это красиво. А главное – понятно. ТАИ слушает, ТАИ наблюдает. Значит, на станции все спокойно. Однако наличие органов слуха и зрения – не единственное требование к персоналу цеха. Персонал грамотный, больше половины имеет высшее образование.
много молодежи. Работаю на электростанции уже почти 5 лет. Работа мне нравится, интересная, много интересного оборудования, разнообразно. Требует хороших технических знаний, опытность. Персонал у нас хороший, много опытных людей, которые помогают. Персонал меняется, конечно. Пожилые люди уходят на пенсии, которых хочу отдельно поздравить и поблагодарить за тот труд, который они, те силы, которые они вложили в работу электростанции нашей. И хочу пригласить молодежь на работу. В настоящее время, допустим, ставок свободных нет, но летом вот ожидается несколько вакансий, люди уходят на пенсию. Пожалуйста, приходите к нам, будем работать вместе. Еще один виновник сегодняшнего торжества не просто имеет отношение к энергетике, а крепко-накрепко с нею связан. Я бы даже сказала, скован одной цепью, связан одной целью. Нейрингриэнергоремонт – это предприятие, задачи которого предопределены его названием. Монтаж, ремонт и техническое обслуживание энергообъектов. Вот чем занимается и занимался весь уходящий год коллектив НЭРа. Заканчивается 2010 год. Вместе с этим приближается наш профессиональный праздник. Год был непростой, но вместе с тем наше предприятие достойно выдержало все волны, все непогоды на тяжелом экономическом пути. И хочется сказать, что те достижения, те успехи, которые мы сегодня имеем, а это и выполнение плана, это и пуск объектов. Подстанция Лёкминск, например, большая подстанция, которая завершила комплекс по строительству линии Сунтара-Лёкминск на западе нашей республики. Другие объекты энергетики, это все было сделано руками наших работников. И труд этих работников не остался незамеченным. Почетными грамотами Минэнерго России были отмечены мастер по ремонту оборудования Павел Елизов, электромонтажник Тамара Филиппова, слесарь Николай Моисеенко. Почетным работником Энергосистем Востока стал слесарь Александр Шахнюк, а заслуженным – замгенерального директора по экономике и финансам Марина Лазовская. Высокого звания был удостоен и заместитель главного инженера. Ярослав Семчук работает в энергетике 30 лет. За грамотно выстроенную и современную техническую политику предприятия ему было присвоено звание «Заслуженный энергетик республики». Хотелось бы выразить благодарность, сказать большое спасибо, огромное спасибо людям, которые в экстремальных порой условиях отработали этот год на всех объектах, на которых мы работали. Всем без исключения, не выделяя никого. Это народ, который отработал на подстанции Алёкминск, в Депутатском, на Южно-Сахалинской ГРЭС, да даже на нашей Нерюнгринской ГРЭС и в городе. На Нерюнгринской ГРЭС условия бывают до 50 жары, на улице люди работают минус 40 и выполняют, плохо ли хорошо, всякие бывают моменты, но выполняют все свои обязательства перед заказчиками. Особо хотелось бы, наверное, отметить людей, которые больше всего вложили труда. Это Шахнюк Александр Николаевич, это Зарипов Адхам Иксанович, Рахматуллин Наиль, сварщик, Цветков Виталий Юрьевич, Меделян Александр, Мастеров Елизова Павла Александровича и старшего мастера Трохимовича Николая Николаевича. Раньше говорили, на таких людях земля зыждется. Причем речь идет, видимо, не только о земле Южной Якутии и других ее улусов. Специалисты НЭРа трудились в этом году и в Тынде, на Зейской ГЭС, на Сахалинской ГРЭС. За успешное окончание строительства мини-ТЭЦ в поселке Депутатский и высоковольтной линии Сунтара-Лёкминск 10 работников предприятия были поощрены целой россыпью наград. Так, почетная грамота РАО «Энергетические системы Востока» досталась производителю работ Нерюнгринского монтажного участка, молодому специалисту, в коллекции которого, тем не менее, уже есть 2 грамоты Якутскэнерго, Сергею Бламыкову. Нерюнгринский монтажный участок занимается монтажом высоковольтного оборудования, капитальным строительством, реконструкцией подстанций высоковольтного оборудования на них. В частности, здесь на АРУ НГРЭС произошло расширение АРУ. На Нижнем Куранахе мы работаем, тоже подстанцию, реконструкцию производим.
Работают люди, и те, которые уже по несколько десятков лет отработали, и вновь очень принятых много молодых ребят, которые приходят только после армии возрастом 20 до 25 лет. Основные специальности у нас электромонтажники по силовым сетям, по вторичной коммутации, электрогазосварщики. У персонала монтажного участка очень сложная работа, разъездной характер работы. Дома практически времени проводят очень мало. Если его проводят, то вот в такое в зимнее время, потому что все авральные работы у нас проходят летом. От Нерюнгринского монтажного участка поздравляю всех энергетиков Южной Якутии и Иркутской области. Генеральный директор предприятия Михаил Деревяшкин, к слову, уже имеющий награды за достижения в профессиональной деятельности, почетный энергетик в 1997-м, заслуженный энергетик Якутии в 2004-м, нынче получил из рук президента республики знак отличия «Гражданская доблесть». И это свидетельствует о том, что интересы Михаила Павловича простираются далеко за пределами родного предприятия. В этом году самое большое событие жизни нашей республики – это, конечно, приход нового президента, нового старого президента, потому что Егор Афанасьевич Борисов нам хорошо депутатам знаком. Вот продолжение жизни дальнейшее связано уже теперь с новым лидером. И народные депутаты республики активно включились в работу по дальнейшему развитию нашей республики. Мы знаем, что от нашего труда зависит вся законодательная база, будущее нашей республики. И я уверен, что эта база будет создана очень эффективная. И развитие нашей республики будет продолжаться серьезными, быстрыми темпами. В этом году удалось наладить активное взаимодействие, работу с районным парламентом и с молодежной его фракцией. Я уверен, что следующие выборы будут проходить при активном участии уже в качестве депутатов нашей молодежи. Вообще, молодежь – это наше будущее, и это для меня неизбитые слова. Его тревожат проблемы города и поселков. Он стал депутатом районного совета, а потом и парламента Илтумен. То есть не просто стал, а был избран. Откуда взялось такое доверие, очевидно. Михаил Деревяшкин всегда помогал спортсменам, детям, талантливой молодежи, ветеранам. В общем, человек с активной жизненной позицией. Здравствуйте. Которого волнует так много, что трудно сказать, к чему он равнодушен. А ведь еще есть какие-то совсем личные увлечения. Фотография, музыка, путешествия, опять-таки спорт. Что касается спорта, буквально совсем недавно мои коллеги вернулись из Якутска вот с таким прекрасным кубком, победив в чемпионате республики по волейболу. Лыжники, чемпионы республики, боксеры сегодня участвуют в подготовке уже к детям Азии. Я считаю, что забота о будущем, забота о подрастающем поколении – это главная задача в социальном плане нашего коллектива. И я надеюсь, что и в следующем году нам удастся помочь нашим детям стать лучшими в республике и стране. Мы убедились, насколько широки интересы руководителя, настолько широк круг вопросов, на которые он готов ответить. Но работников Нерюнгри-энергоремонта на самом деле беспокоит один – каким будет для них наступающий год. Директор со своей привычкой мыслить глобально обнадежил и своих подчиненных, и всех нас заодно. Сегодня все наши мысли направлены на год 2011. Верстаются планы, подбираются объекты, готовятся торги. И я надеюсь, что следующий год будет не хуже, а во многом лучше, потому что мы уже чувствуем приближение больших проектов. Особые надежды мы связываем со становлением новой железорудной промышленности. Вот очень хочется, чтобы недавно рожденное предприятие «Тимир» стало базовым предприятием не только нашего района, но и всей республики и всей страны. Буквально уже через несколько дней, мне кажется, будет уже у нас новая жизнь. Очень хочется в это верить. Предвкушая новогодние и профессиональные праздники, а на Нерюнгринской ГРЭС их начали предвкушать с первых чисел зимы, энергетики провели множество традиционных мероприятий. И, замечу, не для галочки, а для себя любимых. И, между прочим, не только для себя, но и для своих, пусть бывших, но все равно коллег.
За праздничными столами собрались, наверное, давно не видевшие друг друга сотрудники Нерюнгринской станции. В этом году их стало значительно больше. Видимо, подобные посиделки в тесном производственном кругу начинают пользоваться популярностью. Однако директор НГРЭС Алексей Старцев посетовал на то, что пенсионеры Чульманской ТЭЦ по-прежнему редкие гости на таких вечерах. И дело не только в расстоянии. Просто предприятие это значительно старше Нерюнгринской станции. И такой интенсивной смены поколений работников там в настоящий момент не наблюдается. Кроме щедрого угощения и любимой музыки, для гостей были приготовлены подарки на память. О чем-то большем, нежели сувениры, например, о счастье и здоровье, гости могли попросить судьбу в рамках привычных тостов, либо золотую рыбку, отдыхавшую от привычной сказочной работы совсем неподалеку. Кризис экономический, говорят, закончился. Кризис творческий, по крайней мере у энергетиков, и не думал начинаться. Свидетельств тому масса. Первое из них – смотр художественной самодеятельности, прошедший на Нерюнгринской ГРЭС в начале декабря. Мероприятие для коллектива станции привычное и любимое. Участники не ограничены никакими рамками, ни возрастными, ни жанровыми. Отсюда разнообразие и смешение стилей и средств художественной выразительности. Одних только танцев было столько, что сходу не сосчитаешь. Да и как назвать их, не сразу сообразишь. Вот, к примеру, туристический вальс у костра или брейк-данс, плавно переходящий в лунную походку. А вот вполне понятный и не нуждающийся в комментариях восточный танец живота, прямой путь к сердцу зрителя, минуя желудок. Некоторые же участники концерта поражали зал своей немыслимой гибкостью. В общем, это та ситуация, в которой, видимо, стоит прогибаться под изменчивый мир. Мир это оценит и отблагодарит аплодисментами. А главный инженер станции чем-то более материальным, например, почетной грамотой. А это уже конкурс профессионального мастерства. Хотя найти 10 принципиальных отличий от предыдущего творческого, откровенно говоря, сложновато. Те же бурные аплодисменты, те же просветленные лица в зале, разве что на сцене прибавилось юмора в стиле стендап-комеди, да темы песен, шуток и видеоклипов все-таки склонялись к производственным вопросам, даже если дело происходило на божественном Олимпе. И, между прочим, боги, некоторые представители которых, правда, смахивали на завсегдатаев общественной бани, снисходили к людям в зале, одаривая их теплом и светом, разумеется. А тем, кто к этому причастен, пускай настигнет только счастье, здоровье, радость и успех. Быть энергетиком не грех, а самое большое достижение. Желаем мы вам множества побед, поклон от нас и только уважение. В этот день энергетики примерили на себя нереальное количество образов, и все оказались к лицу. Так что наши соболезнования жюри, которому пришлось ломать голову над оценками, вместо того, чтобы просто наслаждаться зрелищем. Новогодняя суета предстала в эти дни во всей красе. На дорогах Нерюнгри вечерами появляются автомобильные пробки. Не такие, как в Москве, конечно, но водителей раздражают так же сильно. Впрочем, у автолюбителей будет возможность расслабиться на зимних каникулах. А вот энергетикам отдыхать все эти 10 дней вряд ли придется. Им придется работать, как всегда, хотя, скорее всего, даже в режиме повышенной нагрузки. Поэтому, когда же еще, как не перед Новым годом, позволить себе небольшой такой корпоративный праздник? Больше всего поздравлений в адрес энергетиков прозвучало 22 декабря. Если по официальному государственному календарю их профессиональный праздник следует отмечать в последнее воскресенье года, то есть сегодня, то сами виновники торжества признают исконно своим день принятия плана электрификации страны. Кстати, в этом году у него 90-летний юбилей. По такому случаю на Нерюнгринскую ГРЭС прибыли с поздравлениями и цветами почетные гости, представители поселковой, городской и районной властей, а также соратники по работе. Директор станции Алексей Старцев рассказал об исторической подоплеке праздника, наградил лучших сотрудников, а потом и сам с удовольствием принял подарки. Кстати, Михаил Деревяшкин, директор Нерюнгри энергоремонта,
чьи специалисты регулярно ремонтируют оборудование станции, посчитал своим долгом добавить заключительный штрих, дабы придать их работе законченный вид. Дорогие мои соотечественники, я от всей души поздравляю вас с наступающим праздником Дня энергетики. Всего-всего вам, дорогие мои хорошие, успехов вам, здоровья, счастья в личной жизни и работать, значит, и так держать. Друзья энергетики, старые, ветераны, молодые и не совсем молодые, хочу поздравить вас с наступающим Днем энергетика, пожелать всем безаварийной работы, хорошего здоровья и удачи в жизни. Хочу отдельно пожелать хорошего здоровья и всегда быть красивыми женщинам ГРЭС, которые на своих плечах, я насколько помню, почти 1/3 работников ГРЭС женщины, несут такой тяжелый труд. Поздравляем всех работников НЭР, ГРЭС с праздником Дня энергетика. Желаем трудовых успехов, а самое главное – здоровья. Чтобы свет, тепло всегда был в наших домах, и не только в наших, а у всех жителей города Нерюнгри. И любовь, и надежда сбудутся, если совесть и честь в цене. Есть еще уголок, где трудятся в необъятной моей стране. Я не знаю, что с нами станется, но могу только дать зарок. Северянин не станет кланяться ни на запад, ни на восток. Здесь сердца на любовь проверены и не предан семейный дом. Как ни странно, но люди севера больше прочих щедры теплом. Эти слова из песни Александры Пахмутовой как никогда мне близки, потому что всю жизнь проработав на севере, я счастлив этим. Я поздравляю своих коллег с профессиональным праздником, Днем энергетика, а всех горожан, всех земляков с наступающим Новым годом. Счастья вам, тепла в доме, удачи, всего вам доброго. Уважаемые энергетики, работники Нерюнгринской ГРЭС, ветераны, работники других предприятий энергетики, наши коллеги, поздравляю вас с нашим профессиональным праздником Днем энергетика, с 90-летним юбилеем плана ГОЭЛРО, государственный план электрификации России, план, с которого началась вся большая энергетика России и в целом Советского Союза. Поздравляю вас и желаю нормальной, безаварийной работы, счастья и добра вам и вашим близким. Уважаемые энергетики, уважаемые нерюнгринцы, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы в новом наступающем году сбылись все ваши самые заветные желания. С Новым годом, с новым счастьем! Я поздравляю с Днем энергетика всех героев нашей программы и тех, кто ими еще станет. Сильные морозы уже дали нам возможность прочувствовать всю необходимость вашего труда. Если они будут продолжать это делать, мы начнем сомневаться в реальности глобального потепления, но не перестанем верить в вас. Это была программа «Энергия». Поздравляю вас с наступающим вторым десятилетием 21 века. Удачи и до встречи!